Всем салем, дорогие друзья, с вами адвокат Таир Насханов, и сегодня я поделюсь с вами своими мыслями по поводу исков налогового органа о признании сделок недействительными, которые в последние годы стали очень популярными. Подписывайтесь на мой YouTube канал, и вы будете регулярно смотреть юридические и околоюридические полезные ролики. Наверняка вы посещали торговые центры, заказывали такси через приложение, завтракали в гостиницах, будучи в командировке, или смотрели ролики на телеканалах. Например, в торговых центрах мельком наблюдали за машинами и людьми, которые мыли полы или оплачивали через карту услуги водителя. На юридическом языке это называется сделками. И совершаются они ежедневно. Вроде бы очевидная и простая вещь. Однако в последние годы налоговые органы решили пополнить бюджет тем, что стали в массовом порядке обращаться в суды с исками о признании подобных сделок недействительными. И суды, к сожалению, как под копирку штампуют нечестные решения в пользу налоговиков. По данным бизнес-омбудсмана, только в этом году по стране удовлетворено 95% таких исков. Сейчас мы видим ситуацию, что в большинстве этих дел не принимается во внимание здравый смысл и законность. Посудите сами. Признается недействительная сделка, когда построен спортивный комплекс, принятый по акту выполненных работ, или тысячи людей воспользовались услугами гостиницы, питаясь там по утрам. Суды принимают голословные утверждения о том, что якобы нет материальной базы или недостаточно сотрудников у поставщика. Но пояснение поставщика о том, что он приобретал товар у третьих лиц, оплатил безналичным расчетом и предоставил другие доказательства добросовестности, не принимаются во внимание. В итоге сотни компаний разоряются или уходят в тень. Таким образом, государство этими действиями стреляет себе в ногу. В каждой фирме, которая вынуждена будет закрываться после таких исков, сотрудники окажутся без работы. У них есть семьи, которых нечем кормить. Количество безработных будет увеличиваться. Соответственно, социальная напряженность нарастает. Скажите, кого-то во власти это беспокоит? Боюсь, что как-то не особенно. На этом у меня сегодня пока все. С вами был адвокат Таир Насханов. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайк. Если же есть вопрос, пишите в комментарии. Я или мои коллеги из адвокатской конторы Насханов и партнеры обязательно ответим.